Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 16 декабря вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Ущерб насчитывает миллионы рублей. Установлены лица, незаконно получающие пособие по безработице в Якутии. Резкий скачок на фоне снижения. Групповая вспышка COVID-19 зафиксирована в соцучреждении Алданского района. Научные исследования Арктики и развитие футбола. Правительство Якутии подписало ряд соглашений в Москве. Ремонт дворов и освещение улиц. На благоустройство Якутска в ближайшие 3 года направят значительные средства. В Ленске медработникам вручили награды различных уровней. Расскажем о трудовом пути заслуженного врача. Награды получили и спортсмены. В Южной Якутии чествовали тех, кто защищал честь республики в лыжных гонках и биатлоне. Резко увеличилось число новых больных коронавирусом в Якутии за сутки. 242 зараженных выявили за минувший день, в том числе 53 носителя. Большое количество положительных результатов в Алданском районе. 45 случаев. В Якутске цифры на уровне средних. 92 заболевших. В Мирнинском и Нерюнгринском районах по 13. В Вилюйском и Мегино-Кангаласском по 8 случаев. В Амгинском 7, в Ленском 6, в Горном 5. В других районах от 1 до 4 заболевших. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате поселка Элымах Алданского района. Имел место занос инфекции. Часть проживающих госпитализирована. В целом же в районе наметилась тенденция к стабилизации эпидобстановки. Снижение числа случаев COVID-19 наблюдается среди школьников. Подробнее о статистике и принимаемых мерах безопасности расскажем далее. В Алданском районе ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не теряет остроты. Ежедневно выявляется до 1,5 десятков случаев. Вспышка заболевания зарегистрирована в специализированном доме-интернате для бывших заключенных в отдаленном поселке Илмах. Как по телефону пояснил директор интерната Александр Малов, имел место занос инфекции. В настоящее время заболевшие, чье состояние удовлетворительно, получают лечение в интернате. Часть проживающих госпитализирована. Сотрудники работают в штатном режиме. Всего в настоящее время в стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 90 человек. В основной массе это люди старше 60 лет. В целом, несмотря на напряженность, отмечается тенденция к стабилизации ситуации. Пандемия научила нас более ответственно подходить к своему здоровью. Мы уже не представляем своей жизни, наверное, без маски, если мы выходим из дома, то мы обязательно надеваем маску. И при этом моем часто руки. Снижение случаев коронавирусной инфекции отмечается и в учреждениях образования. По состоянию на 15 декабря карантин по COVID-19 введен в 4 классах школ поселка Нижний Куранах и села Хатыстыр. На дистанте по высокому уровню ОРВИ находится 1 класс Алданской школы. Дистанционное обучение в школе поселка Угаян продлено до 30 декабря. Между тем, вновь заболевших в Угаяне не выявлено. Во всех учреждениях образования меры безопасности соблюдаются строго. Так, обучение в политехникуме идет в смешанной форме. Часть ребят грызут гранит наук дистанционно, их товарищи очно. Затем группы меняются. Кроме того, очники учатся в 2 смены. Это обязательное выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований с точки зрения очистки воздуха. Поэтому у нас установлено порядка 90 рециркуляторов. По мнению жителей, распространению коварного вируса способствует легкомысленность, нередко имеющая место среди земляков. Примеров небрежного отношения к своему здоровью и нежелания замечать очевидные симптомы немало. В основном этим у нас страдает, конечно, молодежь, можно сказать. Они с признаками ОРВИ привыкли относиться к ним так скажем, безответственно, да? Не обращают внимания, ну что, почихал, покашлял, ничего страшного, все это пройдет. Несмотря на внушающие оптимизм тенденции, врачи предостерегают жителей от возможного расслабления. Для закрепления положительной динамики необходимо соблюдать все меры безопасности и проявлять благоразумие. Татьяна Вахнина, Алдан.
Установлены предприниматели, которые незаконно поставлены на учет в Центре занятости и получают пособие по безработице. Прокуратура Якутии провела проверку в учреждении. Таких по республике выявили более 300. Подготовлены иски в суд о взыскании причиненного ущерба. Прокуратуре дана оценка деятельности Центра занятости населения. Установлено, что в республике среди общего количества безработных есть лица, которые являются учредителями коммерческих организаций и предпринимателями, неправомерно получали пособие по безработице. Таковых выявлено более 300 лиц. Их незаконными действиями федеральному бюджету причинен ущерб в размере около 20 миллионов рублей. В целях обеспечения законности прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе внесены представления. По фактам мошенничества при получении пособия материала направлены следственные органы для возбуждения уголовных дел. Также подготовлены иски в суд о взыскании денежных средств, полученных обманным путем. Перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов расширило правительство России. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Данная мера позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая услуга – сопровождение гражданина соцработникам в стенах медучреждения. Речь идет о пациентах, проживающих в специализированных лечебницах. Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи. В случае госпитализации им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь будет выплачено до конца года, а не как положено в первой половине января. Отметим, такая практика в региональном отделении фонда соцстрахования не нова. Заблаговременные выплаты в конце года производят в связи с длительными выходными в январе. Получают такое пособие в республике порядка 9 тысяч семей. У нас по республике в целом получают 8900 получателей по уходу за ребенком до 1,5 лет. Хочу сделать ремарку, что это именно работающие граждане, которые сидят сейчас по уходу. Всего выплачено 144 миллиона рублей, ежемесячно выплачивается в зависимости от размера заработной платы работающих граждан и в соответствии с количеством детей. Реализацию проектов в Арктике обсудил глава Якутии с руководством МГТУ имени Баумана. Айсен Николаев провел рабочую встречу с ректором университета. Глава региона пригласил вуз принять участие в проекте Международной арктической научно-исследовательской станции в Тикси. Кроме того, он предложил руководству университета рассмотреть поселок Тикси в качестве полигона по тестированию приоритетных исследований и разработок в интересах развития Арктики. Айсену Николаеву в ходе встречи показали работу учебно-научного космического центра, где создан наземный комплекс управления малыми космическими аппаратами. Напомним, в сентябре этого года между республикой и одним из ведущих вузов страны было подписано соглашение о сотрудничестве. Есть видимый интерес республики к нашему сотрудничеству, а с другой стороны мы понимаем, что мы обладаем знаниями и компетенциями, которые могут даже самые, пожалуй, сложные вопросы, которые стоят перед жителями республики, помогать решать. Развитие футбола стало предметом подписания соглашения между Якутией, Министерством спорта России и Российским футбольным союзом. Документ подписан в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Все республиканские турниры, в том числе школьная мини-футбольная лига, студенческая лига и любительские турниры, станут частью экосистемы футбола под эгидой региональной федерации. Планируется открыть 4 новых отделения по футболу, в том числе и секции для девочек. Занятия будут проходить по единым методикам, разработанным при участии Российского футбольного союза. Футбол в Якутии любят, как и во всем мире. И, конечно же, желание десятков тысяч людей, которые играют в футбол, должно быть поддержано со стороны властей республики. В этом соглашении идет речь и о материальной базе футбола. Мы считаем, что должны появляться новые стадионы, новые крытые помещения, где можно заниматься и большим футболом, и мини-футболом. Сейчас короткая реклама. Вот о чем мы расскажем далее. Ремонт дворов и освещение улиц на благоустройство Якутска в ближайшие 3 года направят значительные средства. В Ленске медработникам вручили награды различных уровней. Расскажем о трудовом пути заслуженного врача. Награды получили и спортсмены. В Южной Якутии чествовали тех, кто защищал честь республики в лыжных гонках и биатлоне.
Продолжаем выпуск. Жители Мирнинского района продолжают верить аферистам. В полицию обратился 43-летний житель Мирного, который лишился 32,5 тысяч рублей. Мужчина, увидев объявление в мессенджере о продаже запчастей, решил заказать автомобильные диски и покрышки. Потерпевший перечислил деньги на указанный счет, однако запчасти доставлены не были, а лжепродавец пропал. Очередной жертвой телефонных мошенников стала и 65-летняя пенсионерка. Заявительнице позвонил якобы сотрудник сотового оператора и сообщил о необходимости подключения дополнительных услуг. Злоумышленник, убедив женщину, что действует исключительно в ее интересах, попросил продиктовать данные банковской карты. После того, как пенсионерка выдала мошеннику всю необходимую информацию, с ее карты списали 19 тысяч рублей. На мероприятие трехлетия благоустройства в Якутске запланировано более 600 миллионов рублей. 140 из них будут направлены на благоустройство столицы уже в предстоящем году. Так, согласно утвержденного плана, наибольшую долю средств направят на строительно-монтажные работы во дворах. Кроме того, средства предусмотрены на ремонт подъездов, обустройство детских площадок и освещение улиц. Реализация программы «Светлая столица» успешно зарекомендовала себя в этом году. Так, в течение года было установлено более 250 уличных фонарей, освещено более 9 километров улиц и дорог города. В рамках мероприятий по обустройству наружного освещения проводились мероприятия по устройству наружного освещения. Это у нас в пригородах, это у нас на территории городского округа города Якутск. 15 объектов у нас было в этом году построено. Это у нас по Можайского дворы, по Покровскому тракту, по 50 лет Советской армии есть объекты, в Тулагино, в Владимировке, в Хатасах и в Магане. В Мирнинском районе состоится конкурс на должность директора театра. Его проведет Министерство культуры и духовного развития республики. В числе требований к потенциальным кандидатам наличие высшего образования, стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет или опыт работы в сфере театрального искусства. Конкурс проводится в 3 этапа. Кандидаты пройдут анкетирование, дистанционное тестирование, представят видеопрезентацию, где покажут комиссии программу развития театра, а также примут участие в проблемно-аналитической игре. Прием документов для участия в конкурсе Минкультуры Якутии проводит до второй половины января. Мы найдем решение для того, чтобы зрителей было больше в наших учреждениях, для того, чтобы наши театры раздвигали границы возможного и их достижения. Премьеры, спектакли всегда пользовались большим успехом. Я уверен, и коллектив Мирнинского театра мы выдвинем передовики наших учреждений, наших театров. Присоединение Мирнинского театра к Русскому драматическому театру – это решение отменено. Да, то есть Мирнинский театр не будет присоединен к Русскому театру. В любом случае, то, что было озвучено изначально, то есть по улучшению работы, то есть это увеличение, естественно, то есть привлечение зрителя максимальное, да, то есть мы, да, будем больше ставить классического репертуара, да. Для этого уже было проведено маркетинговое исследование, было выявлено действительно наличие потребности в таком классическом репертуаре, школьном репертуаре. Будем работать уже на те нужды, которые необходимы нашему зрителю. В Ленске медицинским работникам вручили награды различных уровней. Так, врач-невролог детской поликлиники Любовь Мыреева получила звание «Заслуженный врач Республики Саха-Якутия». О трудовом пути заслуженного медика расскажет Светлана Балеева. Любимой профессии лечить людей, помогать им и словом, и делом Любовь Прокопьевна посвятила всю свою жизнь. В отрасли здравоохранения она трудится более 40 лет. С самых первых дней работы я приходила в детскую консультацию на консультацию. Тогда называлась не детская поликлиника, а детская консультация. Еженедельно приходила, потому что интерес к детской неврологии был у меня еще с прохождения интернатуры. В 1992 году вместе с Любовью Николаевной Баковой, сейчас она у нас главный врач, тогда она была заведующей детской поликлиникой, мы смогли организовать целую штатную единицу детского невролога. И уже с тех пор я стала постоянно работать только в детской неврологии. И уже 28 лет.
Окончив Якутский государственный университет, Любовь Прокопьевна приехала в родной город Ленск, где успешно трудится по сей день. Начинала свою трудовую деятельность неврологом общего профиля, вела прием, одновременно работала в неврологическом отделении. Некоторое время возглавляла его. Также выезжала на вызова по отдаленным наследам. Сначала были трудности. Я помню, специально набивалась в эти бригады выездные по деревням, чтобы посмотреть всех, выявить всех детей. Осматривала школы, детские сады, детей до года. На приеме сидела. То есть самые отдаленные поселки, Иньялы, Талон, вот, Хамра, Турукта, Натора. В общем, везде я каждый ежегодно ездила, выявляла всех больных. И в конце концов мы уже были под контролем все дети нашего района. Для детской поликлиники, по словам коллег, такой работник – ценный клад. Любовь Прокопьевна у нас врач-невролог, высококвалифицированный врач. Она у нас несет единственный врач, который помогает детям по неврологии, оказывает неотложную неврологическую помощь. Она у нас врач, который консультирует и в стационаре, и ведет амбулаторный прием наших деток. Заслуги Любовь Прокопьевны отмечены на государственном уровне. Ей присвоены звания «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» и Российской Федерации. В копилке у врача огромное количество грамот различного уровня. Теперь ее коллекция пополнилась и республиканской наградой заслуженного врача Республики Саха-Якутия. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня в Алдане завершился чемпионат WorldSkills Junior. В компетенции лабораторный химический анализ, знания и мастерство показали юные химики. В научном поединке сошлись 4 участниц. Девочкам предстояло выполнить задание по 2 модулям. Татьяна Вахнина продолжит тему. Чуть позвякивают колбы, да едва слышен плеск жидкостей. В лаборатории Алданского политехникума сосредоточенная тишина. Главные ученые-исследователи облачены в синие халаты. Это ученицы алданских школ. Девочки являются участницами отборочного тура чемпионата WorldSkills Junior в компетенции лабораторный химический анализ. Это же подготовка к будущей специальности, поэтому мы объединяем не только проведение самих мероприятий по чемпионату, да, но и все мероприятия, которые связаны с подготовкой и проведением профориентации. Поэтому в этом случае у нас желающие есть. Чемпионат WorldSkills Junior на базе Алданского политехникума проводится во 2-й раз. В этом году в научном поединке сошлись 4 школьниц. Сравнительно небольшое количество участниц отнюдь не свидетельствует о небольшой популярности чемпионата. Изначально желающих попробовать силы в лаборатории было больше, однако сложная эпидемиологическая ситуация диктует свои правила. Но в том году, конечно, представительство было пошире, а в этом году просто представила одна школа. Ну, сами понимаете, по каким причинам здесь коронавирус. Техническими помощницами старшеклассниц стали студентки политехникума. Первоначально предполагалось, что в этом году чемпионат включит 3 модуля. Позднее, однако, программа была скорректирована, и теперь школьницам предстоит выполнить 2 задания. На 1-й и 2-й модули отведено, соответственно, 4 и 2 часа. Ну, первого сейчас они занимаются калибровкой мерной посуды, а завтра будет тетраметрия, то есть титрование. 3-й модуль очень сложный. Они, в принципе, к нему не готовы абсолютно. Это спектрофотометрия. Это, в общем-то, требует определенной подготовки. И для них, ну, я не знаю, тяжеловато будет первый раз. Непосредственно перед чемпионатом школьницы имели возможность ознакомиться с лабораторией. Людям, увлеченным серьезной наукой, конечно, не пристало бурно выражать эмоции. Однако полностью скрыть впечатление девочки не смогли. Наша химическая лаборатория, она соответствует всем требованиям государственного стандарта. И, конечно, в этом случае она отличается от тех лабораторий, которые ребята привыкли видеть в школах. Вот, большим количеством различных элементов, приборов, устройств, которые позволяют делать именно профессиональные различные виды анализов. Поэтому для ребят это тоже было открытием. Получить 2 за Олимпиаду невозможно. Однако для участниц чемпионата оценка способностей и мастерства довольно весома. В качестве экспертов выступили учителя химии и преподаватели среднеспециальных учебных заведений. Татьяна Вахнина, Алдан.
8 современных якутских художниц приняли участие в перформансе «Шепот». Автором является российская художница Надежда Титова. В течение нескольких часов в стенах Национального художественного музея изготовили лоскутное одеяло, состоящее из традиционных якутских узоров и репродукций картин. Подобные перформансы уже проходили в других регионах страны. Главная цель – показать многообразие культур в России и роль женщины в создании культурного слоя. Полотно будет передано в хранилище музея. Посетители же смогут его увидеть уже после новогодних праздников. Современный мир, он, с одной стороны, опирается на культуру, да, на традиции, с другой стороны, существуют современные формы самовыражения. Да, и сейчас в Якутии очень много ярких личностей, якутских художниц, которые в своем творчестве размышляют, да, о культурном коде якутской женщины. В поселке Чульман Нерюнгринского района состоялась церемония чествования лучших спортсменов лыжной секции «Метелица». Наградили тех, кто добился выдающихся спортивных успехов, установил личные и командные рекорды, защищал честь поселка, района и республики в лыжных гонках и биатлоне. Ирина Кичигина о тех, кто получил награды. Лыжная секция «Метелица» существует с 2011 года на базе Дома детского творчества поселка Чульман. В настоящее время в ней занимается 30 лыжников в возрасте от 7 до 18 лет. С каждым годом растут спортивные победы воспитанников «Метелицы». Тренер Лукьянов Александр Владимирович воспитал не одно поколение чемпионов, ведь он также является тренером детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва в городе Алдан. Глава поселка Чульман Сталик Дерягин вручил благодарственное письмо Александру Владимировичу, который уже около 10 лет тренирует будущих победителей. Да, я решил посвятить жизнь тренерской работе, потому что, почувствовал, что что-то вот я могу что-то сделать, еще и здоровье позволяет, чего бы и нет, тем более у нас здесь такой центр рядом стоит. Попробовал себя в тренерской деятельности по лыжным гонкам. Мне сразу, честно говоря, повезло, пришли сразу талантливые дети ко мне. Глава поселка высоко оценил успехи юных спортсменов. Также все участники торжественной церемонии получили подарки от спонсора Вячеслава Нам. Он с 2015 года оказывает ощутимую материальную поддержку лыжникам поселка Чульман. Воспитанники лыжной секции в своих достижениях давно уже вышли за границы поселка и района. Они стали победителями и призерами всероссийских чемпионатов по биатлону и лыжным гонкам, участниками международных соревнований «Дети Азии» в составе сборной Якутии. Я отстреляла в городе Алдане 1 неделю и поехала на Кубок Анны Багали на соревнования в город Мурманск. Там я заняла 2 первых и 1 второе место. Через месяц мы поехали в город Магнитогорск. Там я заняла 4-е, 5-е и в эстафете заняла 1-е место. В Южно-Сахалинске я заняла также 2 первых и 1 второе место. Рекорды, медали, кубки и спортивные победы – это достойная награда за большой напряженный труд, силу воли и твердость характера. Поселку Чульман есть чем гордиться. С уверенностью можно сказать, что его будущее ждет достойная смена для покорения спортивных вершин. Ирина Кичигина, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.